Я хочу вам всем представить главного арбитра нашего международного турнира «Мемориал Измайлова» Максима Петровича Бакина, международного арбитра. Вот. Он сегодня прибыл по турниру, завтра он вступит в свои права, а сегодня мы решили в честь открытия «Мемориала Измайлова» провести, ну, как бы сказать, праздник, турнир, блиц-турнир для всех желающих участников турнира и любителей Томска, шахматных любителей Томска. Поэтому сегодня у нас такой предпраздничный день. Вот. Завтра начнется основной турнир. О турнире «Мемориал Измайлова» мы завтра еще поговорим, потому что многие еще едут, должны подъехать сегодня, завтра. Но главное, что главный арбитр, он уже здесь. Более того, сегодня в городе присутствует, вы, наверное, слышали, по-моему, премьер-министр и председатель наблюдательного совета, да, вице-премьер и председатель наблюдательного совета Российской шахматной федерации Аркадий Владимирович Дворкович. Может быть, да, он не заедет сюда. Ну, это у нас, как сказать, мы его приветствуем, но шахматом мы начнем играть и будем играть вне зависимости от того, как будет правительство строить свою программу. Максим Петрович, хочешь? Уважаемые друзья, действительно праздник, очень приятно находиться в Томске. Это шахматный город, город с огромными шахматными традициями. Вот, я еще раз просто вам настоятельно рекомендую приходить во время «Мемориала Измайлова». Ну, кто-то из вас примет в нем участие, безусловно, а кто-то просто в качестве зрителя, в качестве болельщика. Посмотрите, принимают участие международные гроссмейстеры, международные мастера. Турнир традиционный, 16-й раз состоится на Томской земле. Очень хорошее соревнование, партии будут зрелищными. А всем вам хочется пожелать, ну, конечно, чтобы творчество ваше вот, блистало на шахматных досках. Вам всем успехов. Да, конечно, на «Мемориале Измайлова» 10 первых партий, онлайн-трансляция, можно посмотреть в интернете за игрой сильнейших, но у вас есть уникальная возможность посмотреть это вживую. Вот, действительно хорошие гроссмейстеры, и Артем Тимофеев, и Дмитрий Кокарев, Дмитрий Бочаров, Ренат Джумабаев, гроссмейстеры, в общем-то, с мировым именем. Вот, и наши российские гроссмейстеры будут играть, и из Томска Андрей Белозеров примет участие. То есть есть посмотреть на чье творчество. Вот. Ну а сегодня турнир, посвященный открытию мемориала, да, я так понимаю, что он, в принципе, входит в общую большую программу «Мемориала Измайлова» традиционно. Вот в Томске всегда, я знаю, и сеанс одновременной игры проводится для ребятишек, вот, и для ветеранов шахмат. Вот. Тем малышам, которые сегодня пришли в турнирный зал, ну, за вами будущее, у вас все еще впереди. Вам особенно желаю представлять нашу страну на самых-самых-самых высоких соревнованиях, на соревнованиях высокого ранга, и в первенстве мира, и в первенстве Европы. Причем будет лучше, если вы даже подниметесь на пьедестал. Я хочу сказать, что для развития шахмат в Томске, конечно, большую поддержку оказывает нам спонсор различный. Вот на турнире «Мемориал Измайлова» одним из спонсоров, основным спонсором, является Сбербанк. Кстати, представители Сбербанка сегодня здесь, рядом в зале, в день нашего блиц-турнира. Вот, и их помощь, конечно, трудно переоценить. А сегодняшний блиц-турнир, такой, как бы сказать, праздничный блиц-турнир, мы проводим по поддержке спонсора Томскнефть. Томскнефть поддерживает уже несколько лет развитие шахмат в Томской области, поддерживает профессиональную команду Томск-400, которая в этом году вновь будет защищать
флаге Томской области будет проходить турнир в Израиле. Но я хочу напомнить, что неоднократно в состав команды Томск-400 входили участники мемориала Измайлова. Те, которые показывали здесь хорошие результаты, побеждали. И в команде нашей были и Дмитрий Яковенко, и Павел Смирнов, и Ян Непомнящий, и многие другие. Артем Тимофеев, кстати, тоже. Поэтому как бы мемориал Измайлова является кузницей кадров для профессиональной томской шахматной команды. Я хочу сказать, что сегодня мы проводим турнир. Призы, как я уже сказал, учредила Томскнефть, Сбербанк рядом с нами. Томская шахматная академия проводит этот турнир в честь открытия 16-го мемориала Измайлова. Я вам всем желаю успеха, поздравляю вас с началом очередного, уже 16-го шахматного праздника в Томске. Я так понимаю, что для жеребьевки блиц-турнира цвет нужно выбрать? Есть цвет? Отлично. Значит, жеребьевка готова. Для участников блиц-турнира жеребьевка сейчас будет объявлена, а участникам сеанса одновременной игры для вас такая информация. Сеанс одновременной игры будет проводить Екатерина Аверченко, мастер ФИДЕ. В общем-то, тоже призерка всероссийских соревнований. Итак, в нашем турнире, то есть, я так понимаю, что технические сеансы проходят в фойе, а участники без турнира остаются здесь. Я зачитаю жеребьевку. То есть мы федерации столов у нас нет, поэтому начнем столы оттуда и ожидаем, пока друг друга, я надеюсь, найдем. Итак, на первом столе встречается вот так: Джумабаев, Хатори. Второй стол: Кленин, Лоскутов. Третий: Козловский, Шкурихин. Четвертый: Пономарев, Кирчанян. Пятый: Ковалев, Виталий, Каримов. Шестой: Лукин, Александров, Затар. Седьмой стол. Вот здесь продолжаем. Ну, где-то вот здесь начинается. Там сколько? 6, 7, седьмой вот здесь около меня. Седьмой: Ганкин, Костылева. Следующий: Свиридов, Туев. Девятый стол: Дмитриенко, Михеев. Десятый: дальше. Дружников, Белогорцев. 11-й: Лешуков, Петрухина. 12-й: Белоусов, Байкулов. 13-й: Адаров, Кураев. 14-й: Фадеев, Попов. 15-й: Трегубов, Сафронов. 16-й: Тросковецкая, Кузнецов. 17-й: Исаев, Балахиева. 17-й стол. Исаев, подними руку. 18-й: Малышкин Алексей, Белошапкин. 19-й, ну дальше надо пройти. Морозов, Егоров. 20-й стол. Следующий там. Кириллов Антон, Кирилличев Андрей. 21-й стол. Нашли там друг друга? 21-й стол. Тишабаев, Янученко.
22-й Иксанов Колбышев. 23-й Русков Наджарян Артай. 24-й следующий Наджарян Мясник Толмачев. 25-й Тюменцев Орехов. 26-й Шемелов Капранчиков. 27-й Печников Иванов Владимир. 28-й Плещев Алексей Евгений. И 29-й Брагин Куликов. Он не говорит.